Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о трагедии в одном из домов на улице Космонавтов. Нет, чтобы мне позвонить в эти квартиры. Нет, чтобы мне подняться наверх, спросить, откуда запах. И теперь мы говорим о том, что ребенок. В результате пожара погиб 11-летний мальчик и 3 взрослых пострадали. Покажем, как 31-летний житель Удмуртии позировал 2 малолетним девочкам без штанов. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчине предъявлено обвинение в совершении развратных действий. А также водитель «Жигулей» переехал в человека. Но мы его заметили в самый последний момент. Фары, если видит, человек уже должен руку хоть поднять. Пенсионер ночью лежал на трассе. Это и не только. Прямо сейчас. 11-летний мальчик погиб, еще 3 взрослых пострадали. 3-комнатная квартира горела этой ночью на улице Космонавтов. Пожарных вызвали соседи. Тем временем полицейские успели вынести на улицу 4 пострадавших, которые находились на лестничной площадке. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Ребенок был в тяжелом состоянии, и спустя пару часов он скончался в больнице. С места трагедии репортаж Нафисы Минязовой. Мы проснулись из-за шума, криков, то что пожар, горим. Дверь открываем, там дым выходит, нам зашел, мы закрыли. Потом вещи собрали, все это выбежали. Квартира Рената Шакирова напротив той, где случилась трагедия. Запаха гари он не почувствовал, проснулся, лишь услышав крики. Пожарных до него уже успели вызвать другие соседи. Происходило открытое горение. Из окна квартиры на 2-м этаже вырывался огонь. Образовалось сильное задымление на 2-м и выше расположенных этажах. Первыми на место прибыли полицейские. Они обнаружили пострадавших. Дверь в квартиру была открыта. Сотрудники полиции обнаружили пожилую женщину здесь, на лестничной площадке. Ее сразу госпитализировали, но только одним пострадавшим не обошлось. Поднявшись выше, они обнаружили еще одну женщину и того самого мальчика. 11-летнего ребенка и его родителей также госпитализировали с отравлением продуктами горения. Медикам не удалось спасти жизнь школьника. Он скончался в больнице. Одна из жительниц подъезда считает, что могла предотвратить трагедию, но не подумала о соседях. В 11 часов вечера у меня мальчики, мои внучки, говорят: слушай, бабушка, у нас запах в квартире. Я проверила колонку, отключила все, плиту, как положено, вышла сюда, посмотрела по счетчикам, кто дома, кого нет. Проветрила квартиру. И вы знаете, нет, чтобы мне позвонить в эти квартиры. Нет, чтобы мне подняться наверх, спросить, откуда запах. А теперь мы говорим о том, что ребенка нет. А он жил вот над ней на 5-м этаже. На 5-м? Да, представляете, и самое интересное, отец был в квартире, а мать с сынишкой вышли в подъезд. Женщина рассказала, что пожилая хозяйка горевшей квартиры замерзла, включила электрообогреватель и легла спать. По предварительным данным пожарных дознавателей, возгорание произошло именно из-за этого. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». После выяснения всех обстоятельств и завершения расследования станет ясно, кто понесет ответственность за произошедшее. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». 12 лет в колонии строгого режима. Такой приговор вынесли 59-летнему Рафаэлю Сабирову, жителю Агрыза. Мужчину обвиняли в убийстве. По версии следствия, с 30 ноября по 1 декабря он со своим 39-летним соседом в общежитии распивал спиртные напитки. Между ними возникла ссора. Подсудимый стал обвинять гостя в том, что тот украл у него телефон. Он выгнал знакомого, но затем догнал его в подъезде и не менее 5 раз ударил ножом в шею, лицо и грудь. Потерпевший дошел до своей квартиры и там скончался. Тело обнаружили вахтер и соседка. Мужчина вину не признал, но у него обнаружили кнопочный нож, на котором были следы крови убитого. Присяжные посчитали доказательства, собранные следствием, достаточным для вынесения обвинительного приговора. Хвалился своим достоинством перед детьми. Следователи установили, 2 июня 31-летний житель Удмуртии встретил в лесопосадке города Агрыз 2 девочек 10 и 13 лет. Отдав им в руки свой телефон, он попросил их снять его на видео. Тогда снял штаны и начал демонстрировать то, что обычно принято скрывать. Девочки бросили телефон и убежали. Затем рассказали все родителям. Те написали заявление в полицию. Спустя пару дней дети сами обнаружили мужчину и стали за ним следить. Запомнив номер автомобиля, они сообщили его полицейским. 4 июня мужчина был задержан в Республике Удмуртия. При этом он добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов свой мобильный телефон.
Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчине предъявлено обвинение в совершении развратных действий. При этом причастность к совершению преступления он признал частично. Следствием собрана достаточно доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Останки человека обнаружили прохожие на улице Лебедева в Казани. Предположительно, они принадлежат 76-летнему мужчине, который летом 2017 года ушел из дома и не вернулся. Личность удалось установить по наручным часам и одежде. Тело направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Житель Воронежской области спровоцировал крупную аварию на пересечении улиц Астрономическая и Профсоюзная в Казани. Там столкнулись «Лада Веста» и «Киа Оптима». Водитель последний в столице Татарстана впервые и не сумел сориентироваться на незнакомом перекрестке. Он рассказал Ленару Гинатуллину, чему удивился при оформлении аварии. Авария еще не заметил. Каюсь. Пишу об этом признание. Учитывая, что в аварии никто не пострадал и виновник происшествия определился сразу, присутствие сотрудников госавтоинспекции на месте инцидента не требовалось. Этот факт стал открытием для жителя Воронежской области. В Казани водитель Kia Optima проездом, незнание местности сыграло с ним злую шутку на перекрестке улиц Астрономическая и Профсоюзная. Хотели вызвать, он говорит, не получается. Я просто тут не в курсе ваших правил. Иномарка двигалась по Профсоюзной, тогда как «Лада Веста» по Астрономической. На их пересечении у «Лады» был приоритет в движении. Об этом водитель Kia узнал в самый последний момент. Внешне отечественный автомобиль после столкновения пострадал не сильно, однако без помощи эвакуатора уехать с места происшествия все же не мог. Такая же участь постигла и иномарку. Ее водителю пришлось решить вопрос об эвакуации самой машины, а затем своим ходом добираться до центра оформления ДТП. Ленар Гинатуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Сразу 4 автомобиля попали в аварию на улице Вишневского. По рассказам водителя «Лады» 14-й модели, он столкнулся с иномаркой, которая уехала с места происшествия еще до приезда инспекторов. После удара отечественный автомобиль попал под грузовик, после чего его откинуло на «Ладу Гранта». В итоге 14-ю развернуло, и он частично оказался на полосе встречного движения. В происшествии никто не пострадал. А на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари в аварию попали Nissan Альмера и Chevrolet Cruze. Один из водителей выехал на перекресток уже на красный сигнал светофора. Как он объяснил свой маневр позже, его ослепило солнце. Подробности у Сергея Хайдарова. Он сразу вину признал уже, мне сразу говорит. Я вину признаю. Определить виновника аварии водители смогли на месте. Мужчина, управлявший «Шевроле», с этим согласился. Он двигался по улице Карла Маркса, тогда как Nissan по улице Муштари. Оба встретились на перекрестке. «Шевроле» проехал на красный свет. Ну, ему как солнце светило, не заметил, что у него красный свет. Я ехал на зеленом. Он объехал, я бочину. В момент столкновения Nissan уже практически проехал перекресток, но завершить маневр не смог. Удар пришелся в правую переднюю часть автомобиля. В итоге обеим машинам понадобилась помощь эвакуатора. В результате аварии никто из водителей не обратился за помощью к медикам. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. «Инфинити» и «Рено Сандеро» не смогли разъехаться под мостом у компрессорного завода. По словам очевидцев, водитель «Рено» стал перестраиваться на крайнюю левую полосу, не заметив при этом японскую иномарку. Удар был сильным, свою вину мужчина признал, но не переставал конфликтовать с потерпевшим. Картину произошедшего на месте восстанавливали автоинспекторы. Водитель «Жигулей» 6-й модели проехал по лежащему на трассе человеку. Пенсионер скончался на месте. Трагедия произошла поздним вечером недалеко от деревни Байданкино в Нижнекамском районе. 27-летний молодой человек признался Айрату Назипову, был уверен, что поехал по кочке и пришел в шок, когда узнал правду. Мы его заметили в самый последний момент. Фары если видит, человек уже должен руку хоть поднять. Водитель «шестерки» до сих пор не может поверить в случившееся. Он с другом выехал из села Ярыклы в Нижнекамск, но поездка была недолгой. Возле поворота на село Байданкино водитель переехал лежащего на земле человека. Я не думал, что мы по человеку проехались. Я думал, это просто кочка какая-то. А потом мы резко отстоимся, потому что толчок был хороший. 67-летний пенсионер скончался на месте. Сотрудники ГИБДД его личность установили сразу. На место приехали родственники. Как мужчина ночью оказался на трассе, объяснить не смогли. Как он оказался здесь? Он куда? Я ничего не знаю, девушка не будет ничего говорить. Сейчас по факту смертельного наезда ведется следствие, которое должно установить степень вины водителя «Жигулей». Айрат Назипов, Гулья Нигматульна и Марсель Джураев. Вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.